Фестиваль голосов и лучшие постановки. Накануне в Казани состоялось торжественное открытие 33-го Шаляпинского фестиваля, оперного форума с богатой историей и традициями. Казанской опере уже 140 лет, хотя первые театральные представления в Казани проходили еще в конце XVIII века. Началом постоянных оперных сезонов считается постановка оперы Глинки «Жизнь за царя» в 1874 году, в которой впоследствии блистал и Федор Шаляпин. Накануне в зале театра по традиции не было свободных мест. С впечатлениями от первого праздника Полина Кострицкая. Звуки скрипки, цветы и праздничное настроение. Такая атмосфера здесь перед каждым фестивальным спектаклем. Билеты на Шаляпинский по традиции раскупили в первые дни продаж. Зал переполнен. Среди зрителей президент республики Рустам Минниханов. Это огромный праздник, и с нетерпением мы этот праздник ждем. И, конечно же, мы гордимся нашим театром. Его знают везде. Это прекрасный коллектив мирового уровня. Награды артистам театра в честь открытия 33-го Шаляпинского фестиваля, который в этом году посвящен 140-летию Казанской оперы. Именно на этих подмостках началась карьера самого Федора Ивановича. Здесь в довоенные годы работал поэт-герой Мусад Джалиль, заведовал литературной частью. Шаляпинский фестиваль уже давно стал визитной карточкой театра. Здесь выступают лучшие певцы со всего мира. Форум даже называют фестивалем голосов. Солисты театра Михаил Казаков и Альбина Шагимуратова на открытии предстали в непривычном амплуа ведущих. Тот, кто полюбил оперу, никогда уже ей не изменит. Видимо, так случилось и с городом. Казань полюбила оперу и осталась ей верна. Открыла Шаляпинский фестиваль в этом году опера Пуччини «Турандот», последний шедевр маэстро. Восточная сказка о любви, жестокости и верности была поставлена в Татарском оперном театре в 2012 году. В роли Калафа солист Мариинского театра Ахмед Агадий, который принимает участие в Шаляпинском фестивале уже в 19-й раз. Любимой партии, потому что здесь настолько Пуччини написал, вот мне кажется, вот для моего голоса так подходит, для моего внутреннего, для моего темперамента. Партию «Турандот» исполнила солистка Национальной оперы Украины Оксана Крамарева. В роли рабыни Лиу солистка Астана оперы Жанат Бактай. Единственная любящая героиня в этой опере – это вот Лиу, которая ради своей любви в жертву приносит себя. Кстати, после первого исполнения оперы «Турандот» в 1926 году в Милане публика не хлопала. Пуччини не успел завершить свой последний шедевр. За него это сделал его ученик. И во время премьеры, после того, как отзвучали последние аккорды, написанные Пуччини, знаменитый дирижер Тосканини опустил палочку и сказал: «Здесь смерть вырвала перо из рук маэстро». Занавес опустился, а публика покинула зал в глубоком молчании. Полностью опера была исполнена лишь на следующий день, но в Татарском оперном театре «Турандот» тоже ставится именно по версии самого Пуччини. А впереди еще немало шедевров. Шаляпинский фестиваль продлится до 17 февраля. Полина Кострицкая, Петр Шамбазов, столица.